В то время как администрация Трампа объявила, что может заменить термин «политические репрессии» на геноцид применительно к положению тюркоязычных уйгуров, команда кандидатов в президенты от Демократической партии Джо Байдена объявила, что квалифицирует нарушение прав уйгуров и других мусульман в Восточном Туркестане как геноцид. Об этом сообщает новостной сайт «Политика» со ссылкой на источники в Белом доме. Если власти США не смогут согласовать использование термина «геноцид», то как вариант действия Китая могут рассматриваться в качестве преступления против человечества или этнических чисток. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок провел встречу с министром иностранных дел Китая Ваном Йи, в ходе которой обсудил с китайским коллегой события, произошедшие в Гонконге после принятия закона о национальной безопасности. Согласно информации Министерства иностранных дел Нидерландов, на встрече делегаций в Гааге обсуждались вопросы новых экономических решений, эпидемии коронавируса, события в Гонконге и нарушения прав человека в Восточном Туркестане. Блок выразил обеспокоенность законом о национальной безопасности, переносом выборов в Гонконге и арестом диссидентов и журналистов. Министр иностранных дел Нидерландов обратил внимание на ограничение свободы вероисповедания и давление на уйгуров и других тюрков. Сообщив, что встреча с китайским министром прошла продуктивно, Блок отметил важность сотрудничества для восстановления экономики после пандемии. В свою очередь, уйгуры, проживающие в Нидерландах, провели протест перед Министерством иностранных дел, требуя обсуждения нарушений прав человека в уйгурском регионе. В прошлом году в Гонконге по обвинению в антиправительственных протестах были задержаны 16 человек, в том числе и 2 депутата от оппозиционных партий Тед Хуэй и Лам Чеук Тин. Чеук Тин сообщил в своем аккаунте в Твиттере, что он был задержан во время акции протеста в июле 2019 года и обвинен в сговоре с антиправительственными силами с целью причинения ущерба государственной собственности и попытки повлиять на правосудие. Демократическая партия подтвердила задержание обоих депутатов на своей странице в Facebook. С июня 2019 года в Гонконге были задержаны более 9000 человек. В автономном районе, где Китай усилил свое давление, оппозиционная группа, в том числе и члены парламента, задержанные полицией, обвиняются в организации протестов и заговоре против правительств. Администрация США внесла 24 китайские компании и некоторых граждан Китая в санкционный список за их участие в продолжающемся строительстве и военных действиях в Южно-Китайском море. Министр иностранных дел США Майк Помпео сделал следующее заявление. Соединенные Штаты поддерживают свободное и открытое Южно-Китайское море. Мы уважаем права всех стран, независимо от величины их территорий. И мы также хотим сохранить мир и свободу на море в соответствии с международным правом. Хотя имена лиц, внесенных в черный список, пока неизвестны, было отмечено, что семьям лиц, подлежащих включению в санкционный список, также был запрещен въезд в США. В заявлении также подчеркивается, что китайская армия принимает участие в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море, признанных международным сообществом незаконным. Череда сильных дождей привела к выходу из берегов 3 рек в провинции Гяньсу на северо-западе Китая. Департамент водных ресурсов провинции сообщил, что уровень воды в реке Янцзы превысил критическую отметку после сильного дождя. Провинция Гяньсу накануне активировала 2-й из 4-уровневой системы Китая уровень экстренного реагирования в связи с наводнениями. Ливни и наводнения, обрушившиеся на Гяньсу с 10 августа, нанесли ей большой ущерб, повредив дамбы протяженностью в 721 километр. Из них 2,5 километра были смыты паводковыми водами. Более 1 миллиона человек пострадали. Согласно статистике, проливные дожди неоднократно наносили ущерб дамбам и водохранилищам 33 районов и округов в 8 городах, включая Луннань, Ганнань, Нинся, Динси, Тяньшуй, Пинлян, Циньян и Лянчжоу. Прямой экономический ущерб составил 4 миллиарда 178 миллионов юаней.